Салимет себе! Сегодня давайте рассмотрим, что означает в казахском языке слово «хана». Но слово «хана» как отдельное слово у нас не переводится, но когда как аффикс прикрепляется к разнообразным словам, тогда дает выражение как заведение, а не как жаргонное выражение. Ну все, хана, конец тебе, да? Соединяя «хана» с различными словами, получим много новых и интересных слов. Дара – лекарство, дарахана, аптека, баспа – издательство, баспахана. Типография. Ем – лечение, емхана – поликлиника. Ауру – болезнь, аурухана – больница. Ажет – нужда, ажетхана. Перзент – ребенок, перзентхана. Ас – еда, асхана – кухня. Дам – вкус, дамхана – кафе. Мирам – праздник, мирамхана – ресторан. Ктаб – книга, ктабхана, ну конечно же, библиотека. Намазхана – комната для молитвы. Той – свадьба. Той – хана – торжественное заведение, торжественный зал. Друзья, а сейчас я хочу показать схожесть казахского и турецкого языков и привести примеры с суффиксом хане. Давайте попробуем. Дерсане – учебное заведение, учебный центр, класс, аудитория. Кутубхане – библиотека. Хастане – больница. Эджзане – аптека. Чайхане – ятакхане – жатахана, общежитие. Емекхане – столовая. Кахвеане – кофейня. Домхане – родильный зал. Кумархане – казино. Пастане, кондитерская и так далее, и так далее. Как вы могли заметить, с помощью казахского языка гораздо легче освоить турецкий язык. И не только. Если вы будете выучить эти языки, знать эти языки, то будете понимать все тюркские языки, а также сумеете сориентироваться более-менее в арабском и персидском языках, так как в них очень много заимствованных слов и выражений. На этом я все. До следующей встречи. Достаток лиринген, тіл бұл үлкен мүмкіндік. Сол мүмкіндіктерді жайлап алыңыздар, келіңіздер, тіл үйреніңіздер. Сау болыңыз.